Я сама мать, и своего ребенка я вакцинировала. Я за прививки. Все привиты, отрицательных, ничего отрицательного нету. А своего ребенка я не прививаю. Я отказываюсь от этих прививок. Вокруг вакцинации ходит много слухов и домыслов. Одни считают, что они бесполезны и даже вредны, а другие, что это спасение для людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России 11% родителей отказываются прививать своих детей не только от вирусов, но и от тех болезней, которые перестали быть смертельными именно благодаря вакцинации. Не секрет, что отношение родителей к современным прививкам принципиально разное. Большинство мам и пап выступают за вакцинопрофилактику. Но есть и те, кто с этим в корне не согласен. Родители, которые в свое время сами прививались, делать прививку своим детям не хотят. Безответственностью такую позицию тоже не назовешь. Скорее, это своеобразная забота о ребенке. К примеру, Люда Кокорхоева категорически против вакцинации. По советам врачей, она сделала прививку АКДС своему годовалому сыну. Мы месяц пролежали в больнице. И с тех пор у меня слабенький, болеем часто. Вот почему я отказываюсь от этих прививок. А Малика Арчакова – мать 5 детей, и каждого ребенка она прививала в соответствии с календарным планом прививок. И ничуть не пожалела. Потому как во время эпидемии ветрянки и кори ее дети не заболели, в отличие от непривитых. Сейчас она привела младшего сына, чтобы сделать очередную вакцинацию кори, паротита и краснухи. Действительно, они защищены от этих инфекций. Это, наверное, очень важно для всех мамочек. Самое важное для нас, чтобы дети наши не болели. Вакцина тоже может дать осложнения, как и любой препарат. Но если ребенок привит, например, от краснухи или той же кори, то вероятность, что он заболеет, 1 к 40 тысячам, а если нет, 1 к 300. И если все же заболел, то, как правило, перенести болезнь привитому легче. Девочка, которую я не прививала, очень сильно заболела корью, очень сильно. И на самом деле перенесла болезнь очень тяжело. Все симптомы были, да, вот на лицо. А вот мальчик, которого я прививала вот от этой кори, он у меня на ногах, все нормально. Среди детей, которым не делали прививку от полиомиелита, есть и заразившиеся. Их родители некогда подписали отказ от вакцинации. Диагноз полиомиелит. Но подтвердить анализ анализ а так лечение ждет он мягкий наблюдать тут лучше. А прививки прививки жаяться. А здесь отказывают от прививки, что нас не цацишь дуценде. Еще один важный вопрос. Может ли прививка нанести вред здоровью человека? Безусловно, может. Но со слов специалистов это необходимый риск. Зная, какие тяжелые последствия вызывает сама инфекция, то, конечно, врачи делают выбор в пользу прививок. Опасность заболевания, от которого мы проводим эту вакцинацию, и те симптомы, которые, значит, бывают после проведения профилактической прививки, это, конечно, большая разница. Медики утверждают, после вакцинации организм будет готов к встрече с вирусами. Чтобы исключить осложнения от прививки, каждого пациента осматривает врач-терапевт, а детей педиатр. Измеряется рост, вес, окружность головы, груди, измеряется температура ребенка. Есть какое-либо острое заболевание, аллергическое заболевание. Если нет противопоказаний, ребенок идет на вакцинацию. Но несмотря на усилия врачей, сторонников антипрививочного движения становится все больше, и связано это с факторами оказания медицинской помощи. По словам некоторых родителей, нет должного отношения к самим прививкам, и что чаще всего можно услышать, откуда я знаю, что они туда добавили. При этом ознакомиться с аннотацией и посмотреть, как же их хранят, приходят единицы, а сделать это по закону может любой желающий в мини-центре хранения вакцины. Мы просто приглашаем, пожалуйста, спуститесь в любое время. От 9 часов до 18 часов они имеют полное право прийти, посмотреть. Может любой из этих родителей взять вакцину в любую лабораторию Российской Федерации отдать на пригодность. Согласно закону, врачи обязаны объяснить пациентам все противопоказания, возможные последствия и предъявить сертификат. А врачи не всегда проводят необходимый предварительный осмотр, и родители порой не знают, что им делать, если на прививку появилась реакция. Бытует среди жителей и мнение, что вакцинировать людей неправильно и с точки зрения религии. Не считаются прививки запретными. То есть человек, если хочет сделать прививку своему ребенку, он может сделать. И, может быть, он посчитает нужным сделать прививку, так как он несет ответственность перед Всевышним Аллахом за своих детей. Это его право, он имеет право сделать. Но если человек не хочет делать, это тоже его право.
В России уверены, осложнения при болезнях намного серьезнее. К примеру, коклюш – это высокий риск воспаления головного мозга. Корь – 5% инвалидности. При дифтерии же каждый 10-й больной умирает. Попытки врачей высказаться за прививки никто не оспаривает. Да, прививки нужны, но нельзя автоматически лишать человека права выбора, тем более, что имеет место быть врачебная ошибка, а отвечает за все родитель. Нужно разъяснять людям все за и против, чтобы они осознанно сделали свой выбор. А родителям нужно грамотно подходить к вопросу вакцинации. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев, Магомед Урусханов. Новости 24.